У нас в стране всем управляют военные, и спортом в том числе. Спорт это был просто привязка и та сфера деятельности, про которую мы рассказывали, но мы никогда не писали только про галочки секунды, мы брали более широко. Мы, как гражданины своей страны, да, перешли на сторону честных белорусов, да. Если говорить честно, я еще там даже 9-10 я не думал, что мне придется уходить с телевидения. Рано утром мне сообщили, что Елена задержана, и мы буквально там за 10-15 минут поняли, что, скорее всего, что этот матч не состоится. Это невозможно. Спорт, на самом деле, это гораздо более широкая сфера деятельности, чем просто приехал на стадион, прыгнул, пробежал, вернулся домой, и если привез медаль, то ты молодец, если не привез, то ты как бы плохой, и тебя надо найти другого и заменить. Меня выгнали из национальной команды, не предупредил меня никто. Меня когда выгнали из нацкоманды, никто меня не предупредил. Когда из РЦОПа меня уволили, тоже никто меня не предупредил, хотя они меня уволили, хотя у меня контракт был до конца года. Меня не имели права увольнять. И уволили меня из КГБ. Из КГБ там, в принципе, у меня начальник нормальный был, нормально все. Поговорили с ним, как бы он сказал, ты свою позицию менять не будешь? Я говорю, нет, тогда надо писать заявление. Я числился в Комитете государственной безопасности. Это же нормальная практика в Беларуси, когда спортсмены прикомандировываются к каким-то государственным органам военным, там, к МВД, к КГБ, к пограничникам, там, в таком плане. То есть у меня там даже выслуга уже была нормальная, там мне пару лет не хватало до подполковника. Но это не столь важно, я никакого отношения к КГБ в принципе не имел, как работник КГБ. Я был спортсменом, я просто выступал, да, для них. Вот меня отовсюду, меня в течение месяца отовсюду выгнали, в течение месяца просто. Хотя что я сделал? Я-то ничего плохого не сделал. Просто сказал, что мне не нравится, что белорусский народ мучают. 30 сентября 2020 года наша команда, гандбольный клуб «Витязь», не вышла на матч против соперника могилевского клуба «Машека». В этот день задержали и посадили в тюрьму Елену Левченко. И делать вид, что в стране ничего не происходит, уже было невыносимо. Мне позвонил человек, который работает в гандбольной федерации, рассказал ту историю, как нас выкидывали. Очень многие говорили о том, что, возможно, не надо именно такое вот решение принимать. На что главный судья чемпионата Владимир Кот сказал: все уже принято, все решение, я сейчас позвоню нашему боссу, он вам все скажет, так что давайте не занимайтесь ерундой. Сделал звонок на громкую, и все кивнули головой, убрать. Вот так вот у нас все совершается. Мы как такая благотворительная организация для спортсменов, для гандболистов в частности. То есть ребята молодые, которые не попали никуда, не могут к нам прийти, соответственно, мы даем второй шанс. Да? У нас в стране не так много клубов, и парням просто-напросто некуда идти. Меня, например, мощно стригерила фраза, это было вот так, как сказано в разговоре руководителем Белтерадиокомпании, что, мол, если у вас там другие взгляды, то лучше как-то, наверное, разойтись. И, это не был там жесткий ультиматум, но это было, в общем-то, обозначено. Детские коляски краской обливают. А вы не знаете, а мы знаем. 3 месяца. Половина домофон. Почему говорят, что будет насиловать? 3 месяца. Потому что нас шатают. Она, по-моему,
Не, ну, на меня абсолютно никто не давил, мол, ты должен уйти, там, ты должен вот это все делать. Я просто думал о том, что рано или поздно в такой ситуации, которая сложилась, придется идти на сделку с совестью. Вот я уже потом много раз к этому всему возвращался. Ну, например, я должен был ехать на Олимпиаду. Ситуация с Тимановской, ну вот как бы я ее освещал, как бы я ее отрабатывал в статусе работника Белсер радиокомпании. Спорт, на самом деле, это и любая другая, на самом деле, вид деятельности, который есть в Беларуси, он предполагает, что у людей есть свое мнение, что они могут его выражать, отставить. То, что навязывает там государство, что спорт не политики, что спортсмен должен молчать, но это на самом же деле противоречит вообще всем здравым каким-то правам основным людей, не зависит от того, чем они занимаются, спортом они занимаются или другими какими-то занятиями. Поэтому, когда мы, наоборот, даже, скажем, до 2020 года часто спрашивали спортсменов, что они думают по той или иному поводу, не знаю, повышения цен или там курс доллара, или какие-то события в мире, которые были связаны с политикой, там, не знаю, условно говоря, там история с Каддафи, или вот я помню, у нас был опрос на такую тему. То есть мы заставляли спортсменов, наоборот, думать и выражать свое мнение по любым поводам. И для нас это абсолютно естественно и абсолютно нормально. И многие наши руководители, спортсмены решили, что мы начали лезть в политику. То есть спорт вне политики, мы должны просто были тренироваться и не обращать на это внимания. Но когда это коснулось меня, моих близких, да, то есть избили моих друзей, то есть как я могла бы просто не обращать внимания и тренироваться? У меня спорт на второе место как бы отодвинулся. Потом уволили моего мужа, получается, как вообще как собаку просто, знаете, выкинули вообще, вытерли ноги, все медали, которые он завоевывал в десятиборье в таком сложном виде, столько сделал операций после того, как выиграл чемпионат Европы. То есть все это забыто сразу стало. Ну, спорт вне политики. Президент Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Андрея Кравченко с убедительной победой, завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в швейцарском Цюрихе. Глава государства поблагодарил спортсмена за мастерство и проявленную силу духа и подчеркнул, что лидерство среди элиты десятиборцев не случайная удача, а результат огромной самоотверженной работы и целеустремленности в достижении успеха. Меня уже отовсюду выгнали, и вот после этого ко мне приезжал замминистра с двумя дзюдоистами, ну, с самбистом и с дзюдоистом. Хотя я уже никакого отношения по факту, да, не имел ни к национальной сборной, ни к легкой атлетике белорусской, вообще ни к чему. Чего вы ко мне приехали? Еще приехали ко мне за город, где я живу со своей семьей, то есть, ну, приехали ко мне на территорию и с угрозами. Приехали с такими намеками, что нам нужно тихо сидеть, закрыть свой рот, или мне и Эмилии может что-то грозить. Они намекали, чтобы Андрей подумал про свою семью. Замминистр, это вот даже представить, я даже себе представить не могу. Ну, мы же в нормальной цивилизованной стране живем, можно решить вопрос одним звонком. Позвонить, сказать: Андрей, приедь там, в министерство, давай поговорим. Там. А они приехали, начали мне там что-то рассказывать. Сам министр начал мне говорить, что подумай о своей семье, подумай о ребенке, о жене, там, куда ты лезешь. С нами Россия, с нами Китай, вы никогда не выиграете. Это человек, который, ну, реально решился все, да, всего. Зарплаты, звания, так скажем, там, должности, каких-то ставок. Человек из олимпийского чемпиона как бы превратился в рядового, так скажем, спортсмена в понимании вот этого режима, да, и он нисколько не пожалел об этом. Когда люди вот говорят именно вот такие фразы о «вы же понимаете, семья, кредиты» и так далее, ну, я говорю, вот, хочешь, иди познакомься с Андреем, он тебе расскажет про кредиты, про семью и про то, что он готов сделать для того, чтобы мы все жили в свободной стране. Или Степан Попов, да, мистер Фэрплей, в честь которого там названа улица там, в Азербайджане, могу ошибаться, да, то есть которого знает там весь мир, да, за его вот этот поступок, да. Он тоже резко оказался никому не нужным, да. But it is the 31-year-old Papao who helps his opponent and former foe and now friend, you would see and think.
There's the win, richly deserved. Stanislav Popov. Oh, look at that. There's a show of respect if you ever needed to see one. Gasimov of Gaines been carried down the steps here. Я, например, хорошо знаю, что на Беларусь-5 очень классные ребята работают. Ну, потому что я с ними провел много хороших, ну, именно в спорте, говорю. Много было хороших командировок, много было классных моментов. Но, например, когда я вышел из Крестина, мне написало, наверное, человека 2. Никто, ну, я не говорю опять-таки о публичной поддержке, просто какой-то личный, потому что были хорошие товарищи, никто не поинтересовался, никто не узнал просто, как дела, банальные. Ну, я не требую, да, какое-то к себе особого отношения, но это чисто по-человечески. Если говорить про Сашу Ивулина, то я думаю, что это, скорее всего, история, может быть, даже в меньшей степени трибуна. Это, скорее всего, история борьбы с блогерами, которых вот поэтапно зачищали, крупных, более мелких, региональных. Ну вот добрались, собственно говоря, и до спортивного, который был заметный. Всем привет! Вы попали на канал Чеснок, и у нас новый видос. Тун-тун! То, что он делал в спорте, нам самим в какой-то момент казалось несбыточной мечтой, да, то есть то, что он смог сделать, там, тот прорыв, который он совершил, это на самом деле немножко даже неожиданность для нас, потому что нам казалось, что аудитории все-таки в спорте меньше, но Саша смог найти тот баланс между спортом и околоспортом, который заинтересовал там большее количество людей, чем вот непосредственно те, кто готов ходить на футболы и там смотреть, как там Батэ выиграл, с каким счетом. Когда-то давно я так и не стал футболистом. Но все равно мечтал сыграть хотя бы один матч за профессиональный футбольный клуб. Возможно, сейчас для этого не самое подходящее время, но если у тебя есть мечта, то она обязательно должна исполниться. Пусть даже через 20 лет. Ведь так белорусы. Наш проект про Крумкадши и его вот реалити-шоу, это как раз была попытка уйти немножко в сторону от вот непосредственно всей этой протестной истории, просто для того, чтобы продолжить работать в Беларуси, продолжить делать хорошие вещи, клевые, потому что людям в любом случае нужно ну, просто хоть на что-то еще отвлекать внимание, кроме вот всей этой дичи, которая происходит. И вот у нас была такая задача и цель. Но как бы вот не уберегло. Да, при задержании это как раз-таки все понятно по поводу этого стяга, которого абсолютно не было. Меня вызвали на разговор, это были те же люди, что меня задерживали. И вот там, среди прочего, был вопрос, принесли ли тебе передачку, потому что вот этот диалог был в пятницу, то есть за день после того, как на Крестина приносят передачки. Мне, конечно же, ничего не передали, как и всем людям, там нас человек было 17, по-моему, в камере, никому ничего не передали. Так вот, он спросил, передали ли мне передачку, я говорю, нет. И он говорит, вот видишь, вас в интернете поддерживают очень сильно, а на деле никто даже тебе палки колбасы не принес. И у меня тогда, конечно, я не знаю, мне хотелось посмеяться, но у меня была маска, я улыбаться начал, потому что, ну, мне как-то показалось, что вообще за... Что? Ну, то есть, если, может, я один сидел в камере, я думал, может, ко мне одному не приносят эти передачки. Так а тут, ну, никому, все это знают. Когда говорят про политику, тут же еще проще, на самом деле, ситуация. Ситуация просто добро и зло. Вот есть зло, и как бы его нужно осуждать. И его нужно осуждать и церкви, и спортсменам, у которых есть голова на плечах, и журналистам. Всем, кто видит то, что происходит насилие, это как бы не должно быть нормально. Должно содрогаться что в груди и бежать мурашки по коже там, и так далее. Непосредственно в эту политику режим затянул нас. То есть никто не хотел так далеко, да. Все просто хотели честных выборов, все просто хотели прекратить насилие, и все просто хотели, чтобы один человек, который издевается над народом белорусским, он просто ушел. Он просто надоел за 26 лет. Все. И поэтому это все превратилось в политику. Вот и все. В моей стране убили Романа Бондаренко 12 ноября.
Роман Бондаренко – это мой ровесник, это молодой парень, и причастны к его гибели вообще даже спортсмены, как я знаю. Поэтому как? То есть спортсмены, грубо говоря, убивают наших людей, не заводят уголовное дело. Как может быть спорт вне политики? Как можно на это закрывать глаза и думать, что золотая медаль это будет превыше человеческих качеств? На самом деле спорт это очень короткий промежуток времени в жизни человека, да, и, не знаю, мне кажется, олимпийская медаль это, конечно, очень круто, да, но быть человеком перед людьми, которые за тебя болеют всю жизнь, да, которые, не знаю, отдают свою энергию, переживают за тебя, мне кажется, лучше оставаться честным перед ними, перед собой. Быть, не пытаться, наверное, договориться со своей совестью, а жить, честно. А когда ты ради своих каких-то корыстных целей плюешь на свой народ, мне кажется, никакая медаль этого не стоит. Золотая, не золотая. Мы выступаем для людей, мы для них завоевываем эти медали, для своей страны. А наша страна это не Лукашенко с Колей, Витей и не знаю, где он там, Димой, да? И наша страна это народ белорусский, да? Вот и все. Как лидеры мнений, как люди, на которых смотрит молодежь, важно, чтобы они формулировали какие-то смыслы, объясняли, что важно не только быть, и это же говорит Олимпийская хартия, важно же не только, чтобы ты был силен там, духом спортивным, но чтобы у тебя ментальный дух был на высоком уровне. Если этого нету, то, в общем-то, ты такой себе олимпиец. Я думаю, что спортсмены будут уезжать. Не как иммигранты, да, просто будут уезжать. Даже вот если взять меня, насколько я сильный человек, психологически это все вывозить очень сложно. У меня уже дошло до того, что я подходил к машине, колеса проверял, оборачивался постоянно, выходил из подъезда, останавливался перед этим окошком, смотрел, чтобы не было этих бусов, да, это оно вроде, наверное, может быть, зря я это все делал, но оно уже все, ком этот накатился, и ты уже на каждый проезжающий бус, да, смотришь, как будто сейчас вылетят эти ОМОНовцы и начнут тебя арестовывать и так далее. Да, мне угрожали. Мне говорили о том, что есть указания сверху, чтобы работать по тебе и уже, чтобы ты в тюрьме оказался в статусе не административном, так скажем, административного наказания, а уголовного. Частенько в манеж заглядывал человек, который снимал меня на видео. И я обращалась даже к той женщине, которая следит за манежем, чтобы она подошла к этому человеку, попросила его удалиться, потому что он меня очень сильно пугал. И частенько я, когда ехала с дома домой, мне казалось, что за мной следят. Я об этом всегда говорила Андрею. Я, конечно, не уверена 100%, но мне кажется, моя интуиция меня не подводит. Я когда, я немного сидел, 10 суток, я когда вышел, меня ребенок просто не узнал. И там я несколько дней просто вокруг нее крутился, чтобы она меня как-то признала. Поэтому, да, единственное, что, наверное, основной триггер был это ребенок, чтобы покинуть Беларусь. Потому что я не хочу, неопределенное время, да, не видеть просто ее. Не видеть ее улыбку, не видеть ее смех, как она меня обнимает. Для меня я с ума просто сошел, если бы я знал, что мой ребенок растет, а я не вижу, как она растет. Это была самая проблема для меня. Мы, на самом деле, с августа 2020 года пытаемся понять, за что нас изначально заблокировали. Писали кучу писем в Мининформ. Нам Мининформ отвечал: попробуйте обратиться в ОАЦ. Мы писали в ОАЦ. В ОАЦ говорили: вы знаете, мы по этим делам не в курсе, пишите в Мининформ. Мы писали обратно в Мининформ. Вот этот, как это называется, пинг-понг, да, он был достаточно долгий и бесконечный. И вот последнее письмо мы направили в Мининформ как раз за недельку до того, как нас признали экстремистами. И, наконец-то, Мининформ прислал нам: мы же вас заблокировали, потому что вы экстремисты. Проблема в том, что это был инструмент для
того, чтобы отдельные какие-то СМИ или отдельные какие-то статьи, заметки там включать в этот список экстремистов, чтобы как-то запугивать там, не знаю, СМИ, редакции, авторов, еще кого-то, да, чтобы реально этого кто-то боялся. Но сейчас, с учетом того, что список как бы становится безразмерным, туда попадают все подряд, собственно говоря, в общем, это оружие перестает работать, потому что все кругом экстремисты, соответственно, экстремисты перепечатают экстремистов, то есть одно из ограничений было то, что ты, если не экстремист, то ты не можешь там публиковать ту же Нехту там или, условно говоря, там еще мы неделю назад с Тутбаем разговаривали, как бы они могли брать наши материалы, чтобы не было им хуже. Вот теперь как бы эта проблема отпала, потому что они тоже экстремисты, теперь мы можем друг на друга ссылаться. Нас там репостил в чат свой домовой Максим Рыженков. Вот Максим Рыженков, то есть, по сути, как бы он теперь у нас экстремист тоже получается, он как бы репостил то, что нельзя. То есть они пытаются как бы сделать вот этот вот загончик такой, типа экстремистов, но они забывают, что как бы заговор на самом деле про 97%, как бы, и загончик нужно сделать очень большой. И на самом деле кажется, что рядом будет загончик такой же у них, но только он будет гораздо меньше, потому что, в общем, как бы нормальных людей все-таки в любой стране больше, чем не очень нормальных. Я считаю, что не у легкой атлетики, а вообще у спорта в Беларуси в целом в будущем нету будущего вообще никакого. Потому что если останутся эти руководители, останется это давление на спортсменов. По факту, когда это все произошло, они сразу придумали дополнение к контракту. Да? Если ты продолжаешь свой контракт, ты должен подписать соглашение, что ты нигде ничего не можешь сказать, ты просто раб, ты нигде не можешь высказываться, а если ты хочешь где-то высказаться, ты должен у них спросить разрешение. Вы что ли, офигели вообще, что ли? Здесь абсолютно все банально, используются все инструменты, которые могут использоваться для того, чтобы каким-то образом себя легитимизировать, каким-то образом показать, что мы вот хоть где-то что-то мы можем, там в социальной политике провал, но вот в спорте мы там еще какие-то медали завоевываем, да, хотя, опять же, этих медалей становится все меньше, на той же Олимпиаде антирекорд, будет еще хуже, опять же, нет примеров, когда спортсмены, у которых нет понимания, за что они борются, за какое государство, когда они, в общем, стыдятся своего там флага и гимна, да, потому что их там принуждают подписывать эти письма провластные. И нет примеров, когда люди вот в таком состоянии, находясь, показывают какие-то сверхрезультаты или там перепрыгивают свои возможности. То есть мы видим на Олимпиаде, что большинство спортсменов, на которых рассчитывали, что они могут за что-то посражаться, они в итоге провалились. Потому что на самом деле это влияет даже на тех, кто, как бы, возможно, пытался быть в стороне от этих процессов и не вдаваться в детали ни за одних, ни за вторых, но это тоже сказывается на них, потому что давление идет как бы постоянно. Я очень хотела бы продолжить свою карьеру, но я, как уже много говорила, что если это не получится, я переживу, пойду работать и стану обычным человеком. Вообще я хотела очень работать в милиции, смотреть за порядком. Но я узнала здесь, что это можно сделать только до 33 лет и должно быть гражданство. Поэтому я буду все-таки ближе, может, к своей профессии. Возможно, это будет тренер, может быть, фитнес-тренер. Или мне очень нравится профессия. Я заметила, здесь есть пожилым людям, помогают, ездят с ними в магазине, в аптеке, что-то по дому им помогать. То есть мне хотелось бы помогать. Идея очень большая есть, и я поэтому сейчас нахожусь вообще в Киеве, в Украине, и для того, чтобы по моделям гандбольного клуба «Витязь» создать здесь, в Украине, такую же команду. И у меня очень большие амбиции, очень большое желание, не всех, конечно, но кого-то из игроков, который будет соответствовать, пригласить вот в этот новый проект. Знаю, что много ребят хотело бы дальше продолжать заниматься честным, нормальным спортом. Главным образом я приобрел смелость говорить, смелость, или, наверное, даже не приобрел, а в процессе приобретения этого скилла. То есть говорить о важном, не стесняться задавать вопросы, которые интересуют не только тебя, но и твою аудиторию. И вот, пытаясь свои вот эти рамки как-то так раздвинуть, чтобы видеть вообще ситуацию полностью. И вот это, наверное, очень важно. То есть важно иметь свое мнение, не бояться его высказывать. Вот.